Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах. Аль-бихару захира фи асбаб аль-магфира. Бездонное, бескрайнее море в причинах прощения наших грехов. Мы с вами начали изучать причины прощения грехов в виде слов поминания Аллаха. То есть, когда мусульманин поминает Всевышнего Аллаха, восхваляет Его, прославляет Его теми словами, с которыми вспоминал, восхвалял Всевышнего Аллаха наш любимый пророк, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И, альхамдулилля, то, что мы с вами оставляем наши мирские заботы, мирские проблемы, наши теплые дома, квартиры и спешим в дом Всевышнего Аллаха, чтобы прежде всего совершить обязательную предписанную молитву, пусть Аллах примет эту молитву, и затем не спешим домой, потому что мы остаемся на урок, на лекцию, и, альхамдулилля, я прошу Аллаха, чтобы вот эта лекция для нас тоже была одним из видов поминания Всевышнего Аллаха, потому что мы пришли сюда не богатство делить, не злословить о ком-то, так ведь гайбатом не заниматься. Альхамдулилля, мы изучаем религию Аллаха, мы изучаем, какова, машалла, Его милость по отношению к нам, каково Его прощение. Альхамдулилля, мы становимся ближе к Аллаху, поэтому, альхамдулилля, пусть это собрание будет причиной того, что Аллах простит нам наши грехи, очистит нас, наши сердца от наших недостатков. Ат-тасбих. У нас причина была последняя, которую мы с вами прошли. Субханаллахи ва бихамдихи. Субханаллахи, то есть пречист Аллах, и вся хвала принадлежит Аллаху. И мы с вами проходили хадис от пророка, от Абу Хурайры, радийаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: кто произносит слова «Субханаллахи ва бихамдихи фи яумин ми'ат марра» в день 100 раз, хуттат хатая, то есть ему сотрутся простятся его прегрешения, даже если их будет столько, сколько пены в море. Поэтому этот хадис равах аль-Бухари, Муслим, имам Ахмад, Тирмизи, Ибн Маджа. Достоверный хадис, поэтому это великие слова, когда мы признаем всем сердцем, что Аллах не может иметь каких-либо недостатков, то есть Аллаху присуще только совершенство, поэтому Аллах не имеет недостатков ни в именах, ни в Его атрибутах, ни в Его деяниях. Поэтому Аллах совершенный, и вот этими словами мы признаем это. Субханаллах. И мы с вами говорили, каждый раз, то есть нужно учить себя и воспитывать себя. Каждый раз, когда мы произносим вот эти слова, которые нам оставил наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, мы должны постараться, чтобы эти слова, они не просто теребили воздух, да, они исходили от наших сердец. Любой зикр, любой дуа, мы знаем условия, и когда Коран читаем, обязательно это должен говорить, произносить язык, то есть нужно выговаривать буквы, потому что если мы не будем говорить языком, это значит как просто намерение. Нет. А на самом деле дуа не будет, зикра не будет. Поэтому некоторые, когда совершают намаз, может быть, братья, которые недавно еще пришли, может быть, на намаз, да, они стоят, и вот обращаешь внимание, у них губы не шевелятся. То есть, получается, они или ничего не говорят, или же, как они думают, они говорят, но про себя. То есть мыслью. Мыслью нельзя читать.
То есть, когда ты говоришь, ты должен говорить. Когда ты обращаешься, нужно обращаться словами, языком, выговаривать буквы. Поэтому это обязательно. Но еще больше для нас обязательно, чтобы все это исходило из сердца. Если мы чисто на автоматическом уровне будем произносить какие-то слова, да, которые мы знаем по хадисам, да, по книгам, что эти слова произносил наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, но если эти слова не будут проходить через наш разум, через наше сердце, они просто не будут иметь что? Веса перед Аллахом. То есть Аллах Тааля, как в хадисе говорится, Он не принимает мольбу, которая исходит от беспечного сердца, то есть от сердца, то есть не от сердца получается, так ведь? Поэтому мин кальбин лях говорится в хадисе, то есть от холодного, беспечного сердца, которое не думает ни о чем. Поэтому очень важно, вот даже эти слова, они короткие, субханаллахи ва бихамдихи, то есть можно сказать 100 раз, но чтобы они действительно были причиной того, что Аллах нам простит грехи, они должны исходить от сердца. Про это еще сегодня, иншаллах, скажем имам Мунауи. Тут шарх идет. Идем дальше. Ат-тахлиль. Тахлиль – это когда человек произносит единство Аллаха. Ла иляха илляллах. Абу Хурайра, радийаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман каля», кто будет говорить слова «Ла иляха илляллах», нет божества достойного поклонения, «Вахдаху», и он один, «Ла шарика ля», и нет у него сотоварища, он один, «Лахуль мульк», и все царствие принадлежит ему, «Валяхуль хамд», и вся хвала принадлежит ему, «Вахуа аля кулли шейин кадир», и он над всякой вещью мощен, «Фи яумин ми'ата марра», если он в день будет произносить эти слова 100 раз, «Канат лаху адла ашара рикаб», то есть это будет равносильно тому, что он будет освобождать 10 рабов. Это равносильно тому, что он освободит 10 рабов. «Вакутибат лаху ми'ата хасана», и ему запишется 100 благих дел. То есть за каждое «Ла иляха илляллах вахдаху ла шарика ля лахуль мульк ва лахуль хамд ва хуа аля кулли шейин кадир», 100 раз, да, в хадисе говорится. За каждое вот это слово ему запишется аджр, как будто он сделал одно благое дело. «Ва мухаят анху ми'ату сайиа», и за каждое вот это слово он сотрется у него одно прегрешение. «Ваканат лаху хирзан мина шайтани яумуху далика хатта юмси». И эти слова послужат для него защитой. То есть посредством этих слов Аллах даст ему защиту от шайтана в этот день, пока он не доживет до вечера. То есть если, получается, он скажет эти слова утром, иншаллах, Аллах Тааля даст ему защиту целый день от наущений шайтана. «Валям яти ахадун би афдали мимма джаа бихи илля раджулун амиля акthар минху». И никто не сможет получить больше награды, которые приходят вот в этом, за эти дела, которые обещаны за эти дела, кроме того человека, который сделает больше дел. То есть получается, если кто-то сделает еще больше дел, он получит больше аджра. Этот хадис в сборнике Бухари, Муслим, имам Ахмад, Тирмизи, Ибн Маджа и так далее. И также другой хадис в сборнике имам Бухари, Муслима, Насаи, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: кто произносит слова «Ла иляха илляллах вахдаху», то есть он один, «Ля шарика лях», нет у него сотоварища, «Лахуль мульк ва лахуль хамд», все царствие принадлежит ему, и вся хвала принадлежит ему, «Ва хуа аля кулли шейин кадир ашаран», то есть 10 раз он будет подобен тому, кто освободил раба из рода Исмаиля. Из рода Исмаиля, алейхиссалям. То есть он будет подобен тому, кто освободил раба из рода Исмаиля, алейхиссалям. Есть другая версия хадиса.
Есть другая версия хадиса, где говорится, что это будет равносильно тому, подобно тому, что он арбаа рикаб, то есть не только одного освободил, а 4 человека освободил из рода Исмаиля, алейхиссалям. Вот это про тахлиль. Конечно, есть другие, очень много других хадисов про превосходство этого слова, потому что это калимату таухид, так ведь это те слова, посредством которых мы признаем единство Аллаха, единство Его, альхамдулилля, в Его делах, Его божественной природе. Поэтому, альхамдулилля, это великие слова, но обязательно эти слова нужно, чтобы они исходили из сердца. Также идем дальше. Тут еще несколько хадисов, но у нас это времени мало. Идем дальше. Каулун, произношение слов Субханаллахи вальхамдулиллахи ва ла иляха илляллаху валлаху акбар. Как передает Анас, радийаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна, воистину, субханаллах, воистину слова субханаллах, то есть пречист Аллах от всех недостатков, вальхамду лилляхи, и вся хвала кому? Лилляхи, Аллаху, валлаху акбар, и Аллах велик, танфудул хатая, кама танфуду шаджарату варакаха». Вот эти слова, посредством этих слов Аллах встряхивает от человека его, сбрасывает его грехи, так же, как дерево сбрасывает свои листья. Так же, как с дерева спадают вот эти листья, да, особенно на ветру, особенно осень, когда наступает. Вот так же через эти слова служат причиной того, что наши грехи будут спадать от нас, иншаллах, по милости Аллаха. Это хадис хороший, хасан, раваху Ахмад. Раваху Ахмад, также имам Бухари, но не в Сахих, а в Адаб аль-Муфрад. И также Тирмизи. Идем дальше. Анас, радийаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инналь хамдалиллахи», воистину, альхамдулилля, слова альхамдулилля, ва субханаллах, также субханаллах, ва ла иляха илляллах, и слова ла иляха илляллах, то есть нет божества достойного поклонения кроме Аллаха, валлаху акбар, то есть получается альхамдулилляхи ва субханаллахи ва ла иляха илляллаху валлаху акбар ла тусакиду мин зунубил абди кама тусакиду варакун хадихи шаджара. То есть посредством этих слов с раба будут выпадать его грехи так же, как листья спадают от дерева. Этот хадис также хасан, хороший, раваху Тирмизи, передает имам Тирмизи. И вот как раз дошли до толкования, объяснения этих слов. Имам Мунауи, рахимахуллах, говорит: «Инна субханаллахи», воистину слова субханаллах, которые еще до этого мы хадис с вами приводили, так ведь, субханаллах. То есть, что значит субханаллах? Это когда человек произносит слова субханаллах би ихлясин, то есть искренне, ва худури зихнин, и через его ум, через его разум, не просто автоматически, не понимая, о чем он говорит. То есть имам Мунауи говорит, что человек должен произносить эти слова искренне. Ты должен признать сердцем, что Аллах пречист от всех недостатков. У нас некоторые вместо «пусть Аллах меня простит» за такой пример, может быть, сравнивание, да, у некоторых просто это как жаргонные слова. Субханаллах, астагфируллах. Он сам не понимает, о чем говорит. Это же великие слова. И чтобы эти слова были причиной прощения наших грехов, нужно понимать и проводить это через ум, через сердце. Поэтому он говорит «вахудури зихнин», то есть присутствие ума, то есть понимание обязательно здесь. «Вахакада фил баки», и также требуется присутствие понимания в других словах, в следующих словах. «Вальхамдулиллахи ва ла иляха илляллаху валлаху акбар».
И посредством этих слов с человека будут спадать его прегрешения. Также, то есть посланник Аллаха привел пример, чтобы мы вообразили, чтобы мы понимали больше, да, это превосходство этих слов, что вот так же, как мы видим, что листья падают, также с человека будут падать его, иншаллах, прегрешения. И в конце, в завершении, имам Науи говорит, здесь речь идет о все-таки маленьких прегрешениях, а не о больших харамах, от которых Аллах предостерегает нас и от которых нужно выполнить обязательно условие тауба, покаяния. Поэтому здесь речь идет о прегрешении. Поэтому кто-то может забирать чужое, кто-то может злословить, а потом успокаивать себя. Так вот, я же хадис прочитал, я же повторяю, субханаллах, вальхамдулиллах, ва ля иляха илляллах, валлаху акбар. Там пошел, жену побил без причины, потом говорит, субханаллах, вальхамдулиллах, ва ля иляха илляллах. Все, с меня все упали, все прегрешения. Нет, конечно, нет. Это мы должны понимать, дорогие братья. И пока мы оставляем тему причины зикра, через зикр, машаллах, тоже очень, иншаллах, если сегодня успеем, по милости Аллаха, очень такое, машаллах, хорошая тема и очень актуальная. Это следующая причина марадуль инсан, то есть причина прощения грехов, связанная с болезнями, с недугами, которые постигают кого? Именно мусульманина. Именно мусульманина. Я хочу немножко вспомнить другой хадис, которого пока я здесь не вижу, но иншаллах он будет, наверное, потому что у нас еще очень много причин. Мы знаем хадис пророка, где он говорит «Аджабан ли амриль му'мин», да? Удивительное положение верующего, когда его постигает какое-либо благо, то есть он получает какое-либо благо. Аллах дал ему ребенка, машаллах, он там нашел хорошую жену, женился, да, машаллах, Аллах дал ему машину, дом, еще что-то, да. Посланник Аллаха говорит, когда его постигает что-либо благое, то он благодарит Аллаха. А за то, что он благодарит, машаллах, в итоге это получается для него благо. То есть Аллах Тааля за то, что он благодарит, ему дает еще больше. А когда его постигает что-либо дурное, то есть какое-либо испытание, когда Аллах Тааля не дает ему, а забирает что-либо, так ведь, то он что делает? Он проявляет терпение. И за то, что он проявляет терпение, вот все это возвращается ему чем? Иншаллах, благом. И такого положения больше ни у кого нет. Поэтому, что касается болезней, мы знаем, болеют не только мусульмане. Болеют и атеисты, болеют и люди, которые отрицают существование Аллаха. Болеют и те, которые отрицают, отказываются признать, что такое аджр, награда за благие дела. И болеют те, которые отрицают, что за дурные дела полагаются грехи. Так ведь? Но все болеют. И всем больно, когда они болеют. Так ведь? Всем больно. Потому что природа человека, организм создан так, что мы чувствуем болезни. Мы не в раю, мы чувствуем болезни, так ведь? Поэтому это в раю не будет болезни, боли, страданий не будет, да? Но это жизнь такая, она так построена, в этом мудрость Аллаха. Но мы должны понимать, болеет и мусульманин, и не мусульманин. Но только мусульманин, когда его постигает болезнь, и когда он страдает от этой болезни, посредством вот этих страданий Аллах очищает его от грехов. Если он встречает эту болезнь и проходит через эти страдания ради довольства Аллаха, если он проявляет терпение. Поэтому вот как раз эта тема марадуль инсани ва саргуху минху, то есть болезнь человека и страдание человека из-за этой болезни. И первый хадис, сахих, в сборнике имам Табарани, этот хадис передает нам сподвижница пророка, алейхиссаляту вассалям, Уммуль Уля, и она говорит, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Абшири», то есть радуйся, о Уммуль Уля, радуйся, «Фаинна марадаль муслим юдхибу хатаяху кама tudhibу нар хабаталь хадид». Радуйся, о Уммуль Уля,
воистину болезнь, недуг мусульманина, получается, юдхибу, выводит из него его грехи, так же, как огонь выводит из железа его шлаки. Его шлаки. То есть, когда в составе железа есть ненужный мусор, так ведь? Когда его расплавляют, то вот этот огонь заставляет, после огня образовывается что? Шлак. Так это вот шлак, как раз огонь выводит из состава этого железа. То есть железо очищается. Золото очищают посредством огня. Серебро очищают посредством огня. Шлаки выходят, остаются, а чистое золото, чистое серебро, альхамдулилля, очищается в итоге через огонь. И вот посланник Аллаха, чтобы мы понимали суть болезни, да, суть болезни мусульманина. Вот так же, как люди сами придумали это, что они расплавляют золото, серебро, железо, очищают тем самым его от ненужных примесей, вот так же Аллах через страдания, через болезни, Он очищает наши сердца от чего? От шлаков, от наших прегрешений. Также другой хадис, который передает нам также Уммуль-Уля, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «О Уммуль-Уля, абшири», то есть радуйся, воистину болезнь мусульманина, посредством этой болезни Аллах очищает его от грехов, так же как огонь очищает золото и серебро от шлаков. Вот как раз здесь про золото и серебро. Этот хадис достоверный нам передал Абу Дауд, рахимахуллах. Поэтому, альхамдулилля, мы, люди, сами придумываем. Так ведь? Как же нам очистить железо, очистить серебро, очистить золото от примесей? И вот, альхамдулилля, также Аллах Тааля очищает нас от наших грехов. Также хадис от Анас, радийаллаху анху, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ида бтала Аллаху ля-абда л-муслима би-балаин фи джасадихи», когда Аллах испытывает своего раба испытанием в его теле, то есть, получается, испытывает его болезнью, Аллах Тааля говорит: «Уктуб лаху салиха амали», запиши ему его благие дела. Запиши ему его благие дела. И если Аллах фа ин шафаху гассаляху ва таххараху, если Аллах очистит его то есть даст ему исцеление от этой болезни, даст шифа, то Аллах очистит его от его прегрешения, от его грехов. Так ведь? Посредством этой болезни, если после болезни Аллах даст ему шифа, исцеление, альхамдулилля, он найдет исцеление, он очистится от грехов. Ва ин хабадаху гафара лаху ва рахимаху. А если же Аллах посредством этой болезни его упокоит, то есть если в этом причина его смерти, если он умрет от этой смерти, то Аллах через эту болезнь он простит его и ниспошлет на него свою милость. Этот хадис хасан раваху имам Ахмад, рахимахуллах. Поэтому даже если Аллах Тааля предписал ему смерть через эту болезнь, да, мы знаем, что эта болезнь послужит причиной того, что Аллах простит этого раба и ниспошлет на него свою милость. Поэтому некоторые, например, люди думают, что вот если, например, Аллах дал кому-то, например, болезнь, да, потом дал исцеление, то вот это есть победа, это есть хороший конец, да? Ну все, он, альхамдулилля, избавился от этой болезни. А если же Аллах даст ему смерть, кончину через эту болезнь, то думает, что вот в этом наказание, гнев Аллаха не всегда. Если пришло, как в хадисе говорится, если у кого-то приближается
кончина, то есть предопределенная Всевышним Аллахом, Аллах Тааля не спосылает причину этой смерти. Причину этой смерти. Это может быть болезнь, это может быть машина уже выехала там. И уже скоро придет время, что колесо лопнет, и эта машина обязательно выйдет навстречу, и обязательно эта машина заденет твою машину, и Аллах сахласын. Поэтому все причины, они создаются. И Аллах Тааля, Он как бы управляет всем и вся, поэтому если даже человек найдет свою смерть через эту болезнь, то Аллах простит ему и смилостивится над ним. Также передает Аиша радиаллаху анха, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: когда мусульманина постигает, верующего му'мина постигает болезнь, то через эту болезнь Аллах очищает его. Ахлясаху минадзунуб. Аллах очищает его от грехов. Кама юхлисуль кир хабаталь хадид. Так же, как кузнечный мех, вот этот инструмент же есть, которым задувает огонь, так ведь добавляет. Так же, как кузнечный мех очищает железо от шлаков. Поэтому Аллах Тааля вот так очищает своих рабов от болезней. Также этот хадис сахих, имам Бухари, Ибн Хиббан, Табарани и так далее. От Аиши радиаллаху анха. И также нам передает Абу Умама радиаллаху анху, где посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: воистину раб ида марида, когда он болеет, заболевает, то есть Аллах не спосылает ему болезнь, аухаллаху иля малаикатихи, Аллах внушает своим ангелам: ана qayятту абди биқайдин мин куюди, воистину я заковал своего раба своими оковами. То есть своими оковами, то есть действительно человек, который лежит на кровати, в постели, в кровати, он закован, так ведь? Он не может двигаться. Даже если мы не видим эти оковы, которые привыкли, может быть, в жизни видеть железные, да, он не может подняться, он не может встать, он не может двигаться, у него нет сил. То есть Аллах Тааля приковал его в постели своими оковами. И фаин акбадху агфирляху. Если я упокою его после этих оков, то есть если я дам ему кончину, смерть после этой болезни, я прощу ему его грехи. Уаин уафи. А если же я дам ему исцеление, очищу его от болезней, фахина идин якуду ла данбала, то в это время он будет в таком положении, что у него не будет грехов. То есть Аллах Тааля говорит: я очищу его от его грехов. Поэтому мусульманин, когда его постигает болезнь, да, мы должны обращаться к Аллаху, просить за него шифа, чтобы Аллах Тааля дал исцеление. Мы должны успокаивать его. Машалла, это адаб, это есть этикет посещения больных, так ведь? Поэтому не надо говорить про смерть, не надо говорить, что, дорогой брат, ну, жизнь она такая уж короткая, да, все умирают, так ведь? Это не есть адаб, да, когда, я боюсь ошибиться, по-моему, Умар ибн Абдул-Азиз, Умар ибн Абдул-Азиз, когда его постигла болезнь, а Умар ибн Абдул-Азиза мы же больше знаем как халифа, так ведь, как амира, который был очень, машаллах, справедливый, очень богобоязненный, но он был еще величайшим ученым, и наши ученые говорят, что почему он не прославился как ученый, а прославился как больше халиф, потому что у него возраст еще был молодой. Ему сколько мы, 40 с чем-то лет было, да, по-моему, если я не ошибаюсь, когда он умер. Поэтому он был очень большим ученым, и когда он лежал в постели, к нему пришел один мусульманин, да, чтобы проведать его. И когда он спросил у него, какая у него болезнь, что его мучает. И когда Умар ибн Абдул-Азиз сказал ему, что у него болит там-то, там-то, он сказал: да, говорит, был у меня такой знакомый, говорит, но он больше 3 дней не прожил, говорит. Но он уж был сильным, мудрым, и он ему, машаллах, какими-то стихотворными, по-моему, словами там ему
ответил и сказал, говорит, и в конце, самое последнее предложение, говорит, когда ты, говорит, меня покинешь, больше, говорит, не возвращайся сюда, говорит. Поэтому это не есть адаб, это не есть адаб. Также мы должны просить у Аллаха шифа, и посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорил, ля баса, тагурун, иншаллах, не проблема, Аллах даст тебе исцеление, иншаллах, Аллахумма ля шифаан, Аллахумма я раббан наси, вашфи анта шафи, о Аллах, ты Господь людей, вашфи, дай исцеление, анта шафи, ибо ты тот, который дает исцеление. Поэтому нужно просить шифа, но мы должны понимать, что даже если шифа не будет, если у него закончена жизнь, все, у него пропитания нет, он уже доживает последние свои часы, дни, может быть, да, даже если он умрет, через эту болезнь Аллах простит его. И может быть эта болезнь, как раз она будет та финишная прямая. Аллах знает, что он скоро покинет, и у него предстоит встреча с кем? Создателем у этого человека. Так ведь? Может быть, Аллах Тааля готовит его, чтобы он очистился от этих грехов. Поэтому и в этом для верующего благо. Хотя мы, еще раз повторяю, мы должны просить у Аллаха шифа. Также нам передает Абу Хурайра радийаллаху анху, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Инна Аллаха та'аля ябтали абдаху л-му'мина bis-сакам, хатта юкаффира анху кулля дhanбин». Всевышний Аллах будет испытывать своего раба, верующего раба bis-сакам, недугом, болезнью, пока не очистит его от каждого греха. То есть от каждого греха, пока не очистит его от каждого греха. Поэтому Аллах Тааля очищает нас от наших прегрешений. Этот хадис сахих, раваху Табарани и Аль-Хаким. И, наверное, вот этот тоже, машаллах, хадис. Шаддад ибн Аус радийаллаху анху передает, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Каля та'аля», Всевышний сказал, то есть посланник Аллаха передал нам слова Всевышнего Аллаха: «Ида бталайту абдан мин ибадия му'минан», когда я испытываю своего раба из числа верующих рабов, фахамидани васабара аля ма балайтуху, и если он после того, как его постигает мое испытание, он воздает мне хвалу, то есть Аллах его испытывает, а он что говорит? Альхамдулилля. Он говорит альхамдулилля. Я знаю одного брата, он говорит: у меня, говорит, голова болит, альхамдулилля. У меня что-то, говорит, нога болит, альхамдулилля. Вот поэтому, когда его постигает какая-либо болезнь, испытание, и он меня восхваляет, васабара аля ма балайтуху, и он проявляет терпение против того испытания, которое я ему даю. Фаиннаху якуму мин маджа'ихи залика каяумин валадатху уммуху миналь хатая. И то он встанет со своей кровати, со своей постели в этот день, то он встанет со своей постели так, как будто он будет таким чистым от грехов, что каким он был в тот день, когда его родила мать. То есть он будет как младенец. То есть Аллах Тааля очистит его от грехов, и он уже встанет от грехов, со своей постели, очищенным от грехов. «Ва якулю раббу азза ва джалля лиль хафаза». И тогда скажет великий Господь ангелам: «Инни ана кайятту абди хада вабталайтуху». Воистину я заковал в оковы своего раба и испытал его. فَأَجْرُوا لَهُ مَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مِنَ الْأَجْرِ وَهُوَ صَحِيحٌ. И вот, машаллах. И Аллах скажет своим ангелам, вот это тоже есть одно из достоинств, одно из
то, чем мы радуем себя, успокаиваем себя, когда нас постигает болезнь, да, Аллах Тааля скажет своим ангелам, ангелы, которые записывают наши дела, Аллах скажет: воистину я заковал своего раба этим, то есть этой болезнью, и испытал его, поэтому пишите ему столько награды, сколько бы вы ему записали, если бы он был здоровым. То есть, если бы он не болел. То есть, вот этот хадис Хасан, Раваху Ахмад и Абу Я'ля, также Табарани, Абу Нуайм, вот этот хадис доказывает нам, что если человек, когда его постигает болезнь, то есть, получается, Аллах заковал его. Так ведь? Аллах лишил его возможности совершать, может быть, какие-то благие дела. Потому что человек, когда он болеет, он не может, например, совершать коллективный намаз. Так ведь? Он не может совершить коллективный намаз. Может быть, у него было какое-то намерение, или обычно, как обычно, он, например, в этот день помогал каким-то сиротам, неимущим, да, помогал родителям. Но сегодня Аллах заковал его. И он не смог совершить из-за болезни вот эти дела, которые он совершал. Поэтому Аллах что скажет? Это я его заковал, то есть лишил этих дел. Поэтому запишите ему столько награды, сколько бы вы ему записали, если бы он был здоровым. Поэтому ученые говорят, если человек совершал какое-либо дело, и это дело он совершал постоянно, и если Аллах дал какую-то причину, из-за которой он не смог совершить это дело, Аллах Тааля прикажет ангелам записать, как будто он совершил это дело. Например, там кто-нибудь, машаллах, у него, как обычно, он совершает тахаджуд, например. Тахаджуд. Он не пропускает, он постоянен в своих ночных выстаиваниях. Но сегодня его постигла болезнь. Если бы он не болел бы, он бы встал бы и прочитал бы. Вот ангелы запишут, как будто он встал, совершил омовение и выстаивал столько молитв, сколько бы он выстаивал, если бы он не болел бы. Или, например, человек постился. Например, понедельник, четверг. Кстати, завтра какой день? Да, четверг. Вообще 15:08, да? Если можно позавтракать до 6, да, до сухура, во время сухура. Если нормально, плотно позавтракать, то мы даже не успеем проголодаться. Поэтому, дорогие братья, не надо пропускать. Если нет уважительных причин, кого-то в гости не позвали, да, мы даже имамы иногда просим у людей, чтобы нас в четверг не приглашали. Или, ладно уж, на ифтар. Так ведь? Поэтому я говорю, мы даже имамы, потому что мы не лучшие, поэтому, хотя должны быть, может быть, лучшим. Но это, машаллах, великая возможность у нас совершать аджр. Так ведь? И вот, альхамдулилля, если человек совершал постоянно постился на вафель, и он заболел, или какая-то причина у него появилась, ему пришлось оставить этот пост, по милости Аллаха он получит аджр, как будто он совершил этот пост. Альхамдулилля. Он этого не совершал, но он получит аджр за то, что он был постоянен в этих делах. Постояние. И вот здесь то же самое с болезнью. Если Аллах лишил его какого-либо благого дела посредством этого испытания болезни, то он скажет ангелам: запишите ему столько, сколько бы вы ему записали, если бы он был здоров. Идем дальше. Абу Хурайра, радийаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Васабуль му'мин каффаратун ли хатая». Недуг верующего является искуплением от его грехов, искуплением за его грехи. Поэтому это тоже любая болезнь, которая постигает нас. Хатта шауката, в другом хадисе говорится, этот хадис, наверное, будет в будущем. Дальше. Хатта шауката, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал, даже, говорит, если иголка, да, приносит нам, когда иголка колется, она приносит, небольшой, но есть боль, так ведь мы чувствуем, даже эта шаука, да, когда иголка
проникает в наше тело, вот когда мы проявляем терпение, даже это будет причиной того, что Аллах простит нам наши грехи. И вот, кстати, я вспомнил книгу «Аллаху шафи», «Аллаху хуа шафи». Аллах тот, кто исцеляет. Есть книга одного египетского ученого, на русском она есть. Я когда братья попросили, ты, говорит, Хазрат, пролистай, почитай эту книгу. Я, к сожалению, до конца не смог, по-моему, 80% прочитал. Это такая книга, там такие хадисы приводятся, машаллах. Там, когда прочитаешь эти хадисы, да, когда у тебя что-то начинает болеть, ты прямо радуешься. Потому что там столько хадисов, столько картинок из жизни сподвижников, как они болели и как они просили у Аллаха через эту болезнь, чтобы Аллах очищал их от грехов. Машаллах, это действительно это не легкое испытание, но это огромная причина того, что Аллах простит нам наши грехи. И вот, наверное, на сегодня все. И, иншаллах, дальше у нас идут асбабуль магфира, другая немножко часть книги, следующая, третья часть, асбабуль магфирати лидзунуб куллиха илля дайн. То есть причиной прощения всех грехов, кроме долга. Кроме долга. То есть, когда у человека из-за каких-то благих дел, посредством каких-то благодеяний, Аллах прощает все ему грехи, но не прощает его долги, которые он у кого-то брал. Я субханак Аллахума бихамдик, шхаду ан ла илляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Джазакумуллаху хайран. Пусть Аллах даст исцеление всем нашим братьям, которых постигла болезнь, и пусть Аллах Тааля сделает эти болезни очищением от их грехов. Аминь. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Зикр yazdım. Gönderdim mi? Раз. Дорогие братья, я забыл напомнить, там новый зикр написали. Как раз я это приводил вам после принятия еды и после одежды. Так ведь там есть зикр, можете сфотографировать.